Управление Абхазии по строительству выступает единым заказчиком по возведению и ремонту объектов республики, а также осуществляет контроль за качеством работ и сроками их выполнения. За последние несколько лет в рамках Российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы в Абхазии отремонтировано и отстроено немало объектов. Однако часть из них все еще не сдана в эксплуатацию, так как ремонт здесь не завершен. К примеру, детский сад в Ачимчире планируется к сдаче в ближайшее время. А в Гагарской средней школе номер 1 в течение 2 недель основные работы будут завершены. Завершаются мероприятия по капитальному ремонту распределительных сетей электроснабжения по всем районам Абхазии. Там очень крупномасштабный проект такой был в рамках реализации инвестпрограммы. По всем районам, практически по всем селам. Ведутся работы по реконструкции канализационных насосных станций в городе Гагра. 4 из 5 уже завершены. В Гудаутском районе в селах Мгудзурхо, Кланурхо, Дурипши, Абгархук ведутся работы по прокладке водопроводных сетей. Планируется, что в ближайшее время тоже работы будут завершены. В новой инвестпрограмме на 2020-2022 годы, уже утвержденным межправкомиссией, также предусмотрено строительство объектов социального значения. Одним из основных станет строительство новой детской больницы в Сухуме на территории республиканской больницы. Кроме того, в инвестпрограмму включен капитальный ремонт многих автомобильных дорог республики. В городе Новый Афон предполагается капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей. Предполагается строительство, первый этап строительства очистных сооружений в селе Приморское. Капитальный ремонт центральной автодороги, которая ведет в курорт Пицунда, с центральной трассы до курорта Пицунда. Капитальный ремонт дорожного покрытия поселка Цандрипш. И, в принципе, очень много объектов по всему району включили в новую инвестпрограмму. В городе Сухум, допустим, это улица Дёну, Абазинская, Гулия. На данный момент Государственное управление по строительству занимается разработкой проектно-сметной документации по всем объектам, включенным в новую инвестпрограмму. К концу апреля документы должны быть готовы и одобрены для их последующего утверждения на следующем заседании межправкомиссии. Только после этого начнется финансирование и реализация мероприятий. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.